Навигация-2019. В Якутск прибыл первый теплоход. Наш корреспондент в этом выпуске с места события расскажет о всех деталях. Вместо весенней травы из-под снега пробился мусор. В Ленске надзорные органы провели рейд. День посадки леса. Жители Южной Якутии принимают участие во всероссийской акции. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Алекминском районе прокуратура проводит проверку в Мальжигарской школе-саду в селе Улахан-Мунку. В медицинское учреждение с признаками отравления обратились несовершеннолетние. В ходе проверки с участием специалистов будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания учащихся указанной образовательной организации. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики. Активный ледоход на реке Лени идет в Кобяйском районе Якутии. По состоянию на 9 часов утра нижняя кромка наблюдается в 130 километрах ниже поселка Сангар. Там идет густой ледоход. На реке Вилю ледоход вышел в устье. На Колыме активная фаза проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в 59 километрах ниже города Среднеколымск. Там густой ледоход. Уровень воды у Среднеколымска составляет 12 метров 35 сантиметров, при критическом 12 метров. В превентивных целях накануне осуществлен подрыв льда в местности острова Средняковский. На реке Индигирке ледоход проходит по территории Абыйского и Момского районов. Нижняя кромка находится в 30 километрах ниже села Крест-Майор. Там уровень воды значительно ниже критического. На реке Яне преобладает повышение уровня воды с различной интенсивностью. В эти минуты в Якутск прибыл первый теплоход навигации этого года. Сейчас на месте работает наш корреспондент Саргалана Захарова. Саргалана, здравствуй, тебе слово. Спасибо, Кристина. Приветствую, коллеги. Мы сейчас находимся на берегу реки Лены, чуть ниже по течению от Якутского речного порта. Здесь на причал буквально минут 15 тому назад прибыло самое первое судно навигации 2019. Это поистине историческое событие. Историческое оно сразу по нескольким причинам. В этом году все речники, работающие на реке Лени, отмечают юбилей 125-летия установлению регулярного судоходства по главной водной артерии республики. Также это судно, теплоход СОТ 1115, стало самым первым, которое прибыло на собственный причал Ленского объединенного речного пароходства. Уже через несколько минут здесь начнется традиционная торжественная церемония поздравления и чествования капитана, который прибыл на этот причал самым первым. Стоит отметить, что теплоход следовал из Иркутской области в Якутск. Он доставил порядка 1500 пиломатериалов. Ждем начала торжественной церемонии. У меня пока на этом все. Кристина. Саргалана, спасибо за информацию. Напомню, на прямой связи была корреспондент Саргалана Захарова. Намного раньше обычных сроков начался пожароопасный сезон в Якутии. Сегодня на территории республики действуют 13 пожаров. Самая большая площадь 6000 гектаров горит в Тампонском районе. Также напряженная ситуация в Эвене-Батантайском и Верхоянском улусах. Готовность к борьбе с огнем обсудили в правительстве региона. Руководители районов на прямой связи рассказали о текущей работе и принятии мер по предупреждению огня. Особое внимание уделили Верхоянскому улусу, где действуют 8 пожаров. Основной причиной возникновения пожаров назвали самих людей. Также свою лепту вносит малоснежная зима. Мы уже приняли все необходимые меры по их локализации, направлены дополнительные людские ресурсы, направлены представители Министерства экологии, специально работает там сейчас на территории. И кроме того, мы ожидаем окончания закупки техники, которая в этом году осуществляется из средств, выделенных из федерального бюджета. Всего 28 единиц будет получено до 1 июля. То есть на самом начале пожароопасного сезона она также будет направлена в те районы, в которых мы ожидаем наиболее сложную ситуацию. В Ленске во дворах многоквартирных домов толком не работает вывоз мусора. Население жалуется, надзорные органы проводят рейды. Сюжет Анны Кожевниковой. Вместо весенней травы из-под снега пробился мусор. И пока надзорные органы выясняют, где чья территория и кого наказать, отходы человеческой жизнедеятельности стремительно захватывают дворы, улицы и микрорайоны Ленска. Именно поэтому администрация города организовала рейд по местам массового несанкционированного скопления мусора с участием надзорных органов, таких как прокуратура и Роспотребнадзор.
Мы наблюдаем напрягающую территорию, вот именно по разграниченной территории, мусор, нахождение мусора, его никто не убирает. На Первомайской 15 мы видим в экстренном варианте, видно, что люди наняты, убирают мусор, для того, чтобы избежать, соответственно, наказания. Как отметил Василий Козырев, все эти территории закреплены за многоквартирными домами, и ответственность за их уборку несут управляющие компании, а оплачивать услуги должны жильцы. Но с ними большинство управляющих компаний не нашли взаимопонимания. Максимум, чего удается добиться – привлечь людей к субботникам. Дворникам, которые поддерживают чистоту на придомовой территории, очень большой объем работы, тяжело. С населением проводилась работа по средствам объявлений. Да? Многие люди вышли на субботники, убрали. Собаки растаскивают, ветер, то есть организация мест сбора, надо принимать какое-то решение на уровне муниципалитета, чтобы ограничить доступ собак и чтобы ветром не раздувало вот так мусор. Но веское решающее слово остается за надзорными органами. Дополнительно рейд по обращениям граждан организовала прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Комитетом по охране природы. Если выявляется факт несанкционированной свалки и захламления мусорных площадок твердыми коммунальными отходами, то ответственные будут привлечены. Это обязанность уборки твердых коммунальных отходов у нас в настоящее время с 1 января 2019 года входит в обязанность регионального оператора. Региональным оператором у нас является Мирлинское предприятие жилищного хозяйства ООО МПЖХ. По результатам будут внесены представления в случаях установления нарушений, а также привлечены к административной ответственности. Большую ответственность за чистоту в своем городе все же несут сами люди. В ходе рейда мы наблюдали такую картину, что много мусора в пакетах и без лежит вдоль домов, под окнами многоэтажек. Вряд ли тому виной собаки и несвоевременный вывоз ТКО. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая акция «Всероссийский день посадки леса», организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Вот и в Нерюнгринском районе начались субботники по посадке деревьев. И с нами на прямой связи наша коллега Александра Цыбикова. Здравствуй, Саша! Как проходит акция и кто принимает в ней участие? Да, Кристина, принять участие в этом полезном деле может любой человек. За администрацией и организацией прикреплены точки посадки деревьев, и сравнительно недавно они закончили посадку саженцев по улице Ленина, 6. Сейчас мы видим, неравнодушные жители скоро будут выходить для того, чтобы укреплять и сохранять зеленые легкие нашего города. Вообще посадка началась час назад от улицы Дружбы народов и пройдет вдоль всего города в сторону улицы Комсомольской правды. Действительно, ведь роль лесов в нашей жизни невозможно переоценить. Они влияют не только на жизнедеятельность человека, но и являются гарантом экологической безопасности. Организаторы данной акции надеются, что эта добрая традиция станет настоящим праздником для каждого гражданина. И у каждого жителя будет свое посаженное деревце, а лучше несколько посаженных деревьев. Кристина. Спасибо, Саша. На прямой связи из Нерюнгри была моя коллега Александра Цыбикова. По всей стране стартовал обязательный государственный экзамен для 9 классов. Сегодня учащиеся проверяют свои знания по иностранному языку. Само испытание состоит из 2 частей – устная и письменная. Работы будут оцениваться по 5-бальной шкале. По информации Минобразования, в республике к ОГЭ допущены свыше 12 тысяч детей. Специально для этого организованы более 300 пунктов проведения экзаменов. Основные экзамены по русскому и математике начнутся 28 мая и 6 июня. Отмечу, что для получения аттестата девятикласснику нужно сдать 4 предмета – русский язык, математику и 2 по выбору. Волнуюсь, конечно. Очень ответственный день. Люблю английский. Думаю, будущая профессия будет связана с иностранными языками. Хорошо знаю грамматику, лексику, чтение. И иметь большой словарный запас. В эти минуты на стадионе Туймада в Якутске проходит акция по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Прямо сейчас там находится наш корреспондент Руслан Варламов. Он расскажет, не повлияла ли дождливая погода на настрой участников. Руслан, приветствую, тебе слово.
Приветствую, Кристина. Несмотря на такую пасмурную погоду и на дождь, мы находимся на территории стадиона Туймада. И за моей спиной, как вы видите, начинается торжественное открытие республиканской акции по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь желающие могут проверить себя на бег, на стрельбу и на различные гимнастические упражнения. А сама акция проходит уже третий год подряд. В 2017 году, если было 800 участников, то в этом году ее количество выросло до 2000. Акция проходит 4 дня на 3 площадках нашего города. Это стадион Туймада, городской парк культуры и отдыха и плавательный бассейн Чолбон. Помимо этого, по всей республике будут проходить во всех 34 районах нашей республики тоже подобная акция. В целях популяризации всероссийской физкультурно-спортивной комплекса «Готов к труду и обороне». Кристина. А сколько участников из нашей республики сдали нормативы ГТО? Да, напомню, что с 2014 года по всей республике на сайте зарегистрировано 100 тысяч человек. Из них приняли участие и прошли стандарты 32 360 спортсменов. Было выделено порядка 7 тысяч знаков отличия, что говорит о неплохом результате. А давайте мы пожелаем нашим спортсменам удачи и пусть каждый победит за самого себя. На этом у меня все. Кристина. Руслан, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Руслан Варламов. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.